Qadrli do'stlar, xayrli kech. Bek shodmiz sizni bugun munda ko'rarga. Это у нас очередной ифтар студенческий. Сегодня мы позвали к вам в гости почитать, рассказать о Рамадан, о прелестях священного месяца Рамадан Хазрата Марат Алиева, имама мечети Бутово. Ассаламу алейкум, мир вам, милость Всевышнего благословения. Сегодня благодарю я штаб татар, организаторов, координаторов и устроителей за то, что дали возможность встретиться с самыми прогрессивными, самыми лучшими. Да, это вот с молодежью нашего великого татарского народа. Да, народ, который тысячи лет уже здесь, на этой земле обитает. Народ, который основал этот город, Москва, вы знаете, есть книга, которая получила тоже и зарубежную поддержку, это «Москва мусульманская», прочитайте ее обязательно. Вы поймете, что такой человек, как Кучка, мы его должны все уважать, любить, это тот, который основал этот город. Ну, вы знаете все известные улицы, это и Балчук, где стоит Балчук Кемпинский, да, это и Малая Татарская, Большая Татарская улица, ну и во всех, это Крымский вал, вот, и все другие. Но я бы не с этого хотел начать, на самом деле, я не в ту сторону пошел. Вот. По нашей старой традиции татарской мы должны сделать дуа, ведь месяц Рамадан, вот, и если позволите, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это пророк ислама, он сказал, что кто поднимет руки вот так вот перед своей грудью, на уровне своей груди, и взмолится Всевышнему, то Всевышний постесняется не ответить на его молитву. А если и не ответит на его молитву, значит, на то есть мудрость Всевышнего, чтобы эта молитва осталась на судный день. Потому что в судный день человек, когда предстанет перед Господом, он скажет: «О раб мой, я не ответил на твою молитву, на твою дуа. Так проси у меня все, что хочешь, все, что пожелаешь». И тогда раб Всевышнего, он взмолится прощения и рая. И все. И войдет в рай, и Всевышний смилостивится над ним. Дуа халабас, иншаллах, одно дуа сделаем. Аллаху манзильна мунзалян мубаракан ва анта хайру манзилин ва ли байна кулубина я архамар рахмин. Амин Аллах. Дуа. Что такое дуа? Дуа — это форма молитвы определенной, потому что за все то, что дал нам Всевышний Аллах, мы должны его благодарить. Это милостью Он своей не сделал нас деревом, травой, птицей и так далее. Сделал наместником Всевышнего на земле. Вот. Таким образом, есть одна из форм молитв, связи со Всевышним. Это как минимум, это на уровне груди. Мы делаем вот так вот, две руки ставим и просим у Всевышнего своими словами. Потому что многие ученые сказали, самая лучшая дуа — это своими словами, которые на татарском языке, на русском, на английском, да, и так далее, на башкирском. Вот. Разные языки есть. Таким образом, вот это самая минимальная форма связи со Всевышним. Между Всевышним и человеком нету посредника. Есть учитель. Учитель. Кто такой учитель? Это устаз, который учит религии, или пророк, который объясняет Коран. Конечно, у меня не столько много времени, потому что ваше внимание, да, как многие тиктокеры и так далее говорят, что и инстаграмеры, что у вас только 10, максимум 15 минут, но 15 минут уже не влезает. Вот, таким образом, я бы, наверное, перевел нашу дискуссию в форму вопроса-ответов, это было бы самое лучшее. Но перед этим 9-й день Рамадана, пророк Всевышнего Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует, он нам передал в одним из изречений, он сказал: «Ман сама рамаданан иманан вахтисабан, гуфира ляху ма тақаддама мин замби». Тот, кто постился с верой и надеждой на прощение Всевышнего Господа, а мы все грешны, бывает, что мы совершаем грехи не зная, да, то Всевышний прощает человеку. И он сказал, первые 10 дней Рамадана — это прощение Господа. Очень много людей в списках, кто грешен. И Всевышний за эти 10 дней, Он прощает всех,
Кто постился, прощает, 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 прощает. Потому что в Коране сказано: «Кулля яумин хуа фи ша'н». Каждый день Всевышний в делах. То есть Всевышний постоянно, каждый день кого-то прощает, да, на кого-то злится, кого-то милует, кому-то дарует, кого-то повышает в степенях, да, кого-то понижает за какие-то проступки. Таким образом, Всевышний не создал нас для того, чтобы Он создал рай и ад, не для того, чтобы заполнить нами ад, нет. Он просто хочет, чтобы мы были хорошими людьми, правильно жили в этой жизни. Таким образом, я бы хотел сказать, что вторая декада Рамадана – это милость Всевышнего Господа. Он раздает милость, Он дает удел. То есть Он на год записывает, у кого какой будет удел. То есть из еды, из питья, из достоинств, из имущества и так далее. И последние 10 дней Рамадана – это удаление от огня. Есть люди, которые записаны в списках у Всевышнего, которые попадут в ад. И Он прощает, прощает, прощает. Но не нужно думать, что Всевышний вот такой, да, хочет наполнить ад верующими. Нет, Он очень милостив. Вот. И даже человека, который отрицает Господа, да, Он все равно ему дает семью, детей. Да. Если этот человек очень хорошо в этой жизни себя проявляет и добр к остальным людям, да, Он дает им несметные богатства. Но я должен сказать, что вот пророк сказал очень хорошее изречение. Он сказал, что пусть каждый из вас подумает в молодости о своей старости. Пусть каждый из вас, когда он здоров, подумает о тех временах, когда, возможно, он будет болен. Пусть каждый из вас подумает о тех временах, когда он в достатке и богат, когда он, может быть, будет беден. Всегда надо готовиться, то есть надо на несколько шагов смотреть в нашем мире, да, как действовать, что делать. Аллах Всевышний в Коране сказал, и с этого, наверное, надо было начать: «Шахру Рамадан аллади унзиля фихи аль-Кур'ан худа ва байинатин». В месяц Рамадан был ниспослан Коран как руководство и различие между халялем и харамом, дозволенным и запретным, между добром и злом. Всевышний нас не оставил в этой жизни блуждать слепыми, нагими, босыми в духовном плане по этой жизни, блуждающими, ищущими своего счастья. Счастье на самом деле есть. Одно из руководств Всевышнего Аллаха это Коран. Это Коран, вы знаете, он написан на арабском языке, на языке рая. И Коран – это несметное богатство. Ну вот, например, у всех здесь молодые, здесь есть смартфоны. Мы отправляем какие-то сообщения, общаемся. Вот, очень много есть действий, которых мы производим по смартфонам, благодаря смартфонам. Вы знаете, у каждого смартфона есть руководство. Может быть, камера. У камеры тоже есть свое руководство. У телевизора тоже есть свое руководство. Так вот, в этой жизни, если вы хотите быть мудрыми, не по годам, если вы хотите правильно иметь приоритеты по жизни, если вы хотите иметь стержень внутри, да, именно, то это руководство для вас. Это руководство, которое дал Всевышний Господь. Но мы знаем многое, сейчас наши тоже, может быть, вы с этим сталкивались, здесь молодежь, студенты, да, вы знаете теорию Большого Взрыва, да, а ведь теория Большого Взрыва, она описана в Коране всего лишь несколькими словами, в котором Всевышний сказал: если Аллах захочет что-то, Он говорит «кун», «будь», «фаякун». «Кун» — это «будь». И ученые говорят, между «кяф», буквой «кяф» и «нун» это уже бывает. Таким образом, мы все должны понять, что вот это все, что мы видим, это создано Всевышним Аллахом, Всевышним Господом. Аллах — это на арабском языке, на русском языке Господь, на татарском Худа,
да, Ходай. Вот если перейти к нашим обычаям и традициям, то ваши все, и прадедушки, и прабабушки, имеют многовековую историю. Они всегда постились в месяц Рамадан. Это наша татарская традиция. Даже это не то, что ислам, уже в татарской традиции именно Рамадан, он у нас в крови. В крови. То есть мы, некоторые татарские семьи перестали быть более практичными, намаза и так далее. Но пост – это святое. Пост, каждый говорит, я могу с утра и до вечера поститься, я это умею. То есть в этом нету никакой трудности. Вот, потому что это у нас есть генетически заложено. Генетически заложено. И я бы хотел сегодня еще пару слов сказать, что в Рамадан был ниспослан Коран. Руководство, как я уже сказал, для людей, для всего мира. И мусульмане никогда не разделяют никого по национальности, никогда по расе, по языку. Мусульмане всегда все говорят, мы не болеем эксклюзивизмом, нет. Каждый человек может исповедовать религию ислам. Даже ислам это не просто религия, это смысл жизни, это образ жизни. Это образ жизни. Вы знаете, даже человек, который не верит во Всевышнего, атеист, Всевышний про него так сказал в Коране. Если ты встретишь такого человека на улице, если ты спросишь, кто сотворил небеса и землю, он, не задумываясь, на подсознании скажет непременно Господь. Так Всевышний говорит в Коране. А если он после этого изменит свое, говорит, не, это просто вот какая-то теория большого взрыва, случайность и так далее и тому подобное. Случайности не бывает. Случайности не бывает. Бывает замысел. Ни одно небесное тело не имеет форму треугольника, прямоугольника. Нет. Все они эллипс или шаровидной формы. Это в этом знамение Всевышнего. Всевышний в Коране говорит, если у тебя есть сомнения, посмотри, подними свои глаза на небо. Увидишь ли ты какую дисгармонию там? Нет, не увидишь. И тогда твой взгляд вернется к тебе униженным. Посмотри еще раз. Разве ты видишь хоть один столб, говорит Всевышний Господь в Коране? Нет. Поэтому вопрос веры. Пророк ислама, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из своих изречений сказал, каждый человек рождается в естестве, в которое входит что? Вера. Вера. То есть каждый ребенок, который рождается, он рождается с верой, чистой. И только, говорит, его родители или его воспитывают в христианской традиции, или в иудейской, или в мусульманской. И вы знаете, ведь у нас сейчас, знаете, проблема нашей молодежи и нас самих в чем? То, что сердца наши неспокойны, души наши неспокойны. То есть мы не можем найти свою... мы всегда где-то мечемся между какими-то группами, между какими-то направлениями. Я, на самом деле, у меня у самого, если можно рассказать о себе немножко, да, ведь все проявляется в практике, да, и в жизни. У меня у самого 4 высших образования, это РУДН, РАНХИКС, гуманитарная академия, Московский исламский институт. Я его считаю за один, да, но там 2 раза учился, да. И зарубежных институтов, это Кувейт, Сирия, еще до войны. И самое главное, моя альма-матер, это Катар, Катарский университет. И вы знаете, когда я был студентом, да, вечный студент, как говорится, да, то есть у меня и лингвистика, арабистика, и в РАНХИКСе у меня парламентаризм, да,
Московский исламский институт – это теология, вот. Гуманитарная академия – это антикризисный менеджмент, управление, MBA. Вот. Таким образом, человек должен быть разносторонним. Однажды я разговаривал с деканом одного из факультетов, он говорит: слушай, ну ты понабрался всего, и вот зачем тебе это нужно? Но наша религия, она говорит, что в каждой сфере ты должен быть, в той, которой ты занимаешься, ты должен знать ее, должен досконально. Вот. И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что если один из вас начнет заниматься какой-то вещью, пусть он будет профессионалом в этом деле, пусть он досконально ее знает. Таким образом, я вам желаю, чтобы вы были профессионалами в своем деле, да, в той стезе, которую вы выбрали. И последнее, что я скажу, это хотелось бы сказать о спокойствии наших сердец. Это о психологическом нашем состоянии. Да? Вы знаете, что есть такое mental health. Знает кто-нибудь об этом что-нибудь? Mental health. Это ментальное здоровье. Ментальное здоровье. Ментальное здоровье, оно заключается в том, чтобы твоя душа, да, была спокойна. Чтобы твое сердце было спокойно. Вы знаете, у кого-то есть Apple Watch, да, наверное, да, у кого-то же есть, вот, и там есть такая вот функция: уделите себе минутку, да, там, или успокойтесь, подышите, вот, то есть надо прийти в себя. Таким образом, вот Всевышний в Коране сказал, ну, мы знаем, что в нашей жизни есть разные перепады настроения. Рамадан, он воспитывает в нас наше эго. Так, немножко закрутил, да? Тяжело, наверное, для восприятия. Вот. Сейчас буду раскручивать. Вот. И Всевышний сказал, только в поминании Аллаха успокаиваются сердца. Когда мы получили за зачет 5, что делаем? О, радуемся. Радуемся, потому что ты подтвердил свои знания. Да? Тот, кто готовил шпаргалки, он что? Заучивал все. Да? Вот, например, у нас в институте был такой преподаватель, который за шпаргалки только ставил 3, 4. Он говорит: вы же писали уже, шпаргалка есть, показываешь. Все, он ставит зачет, иди гуляй. Вот. И некоторые радовались и этому. Почему? Это была для них учеба. Вот именно в этот момент сердце очень сильно бьется. В этот момент, когда мы радостны. И когда мы печалимся, тоже сердце очень сильно бьется. Учащенно. Мы переживаем. Да? Но не стоит переживать. Нужно в этот момент только вспомнить Всевышнего Аллаха. Каким образом? Вспомнить Его имя. Или сказать «Бисмилляхир рахманир рахим», именем Всевышнего Милостливого и Милосердного. Если вас научает шайтан, если вы слышите какой-то голос изнутри, который вас побуждает к плохому, это шайтан, сатана, который хочет сбить вас с пути. Потому что шайтан, он обещал Господу: я собью их с пути твоего. Я оберну грех, в Коране сказано, красивой оберткой и дам им эту конфету, да? И они ее вкусят, но вкус ее будет горьким после этого. Таким образом, мы должны поминать Всевышнего. Когда мы радостны, мы должны вспоминать Всевышнего Аллаха. Когда мы о чем-то печалимся, мы тоже должны вспоминать. И тогда наша душа сквозь призму веры будет успокаиваться. Ну и последнее, что я должен сказать, это, наверное, мы должны благодарить Всевышнего за то, что Он дал. У многих есть глаза, но они не видят их, не видят эту прекрасную картину перед собой, эти прекрасные краски. Посмотрите на картины, какие красивые. Да, здесь очень большое творчество, и это еще раз подтверждает, да, что жизнь на этой земле создал Всевышний Господь. Почему? Потому что Всевышний дал такой разум человеку, да, что он может на холсте нарисовать такие красивые краски, такие красивые штрихи, выразить свое творчество, да, и это все проходит через культуру. И вот выражение благодарности, уважаемые друзья, у нее есть форма. Ну как поблагодарить Всевышнего? Скажите мне, как? Просто крикнуть: Господь, спасибо тебе!
Так? Нет, так не получается. У всего есть своя форма. Вот форма благодарности Всевышнего, это и есть сегодняшний наш пост, который мы держим. Форма благодарности это является что? Пятикратная ежедневная молитва. Форма благодарности может и быть и раздача имущества. Форма благодарности это может быть и паломничество в Преосвященную Мекку и Медину. Таким образом, вот заключая свою речь, я хотел немного обо всем сказать, но время, наверное, вот поджимает и ваше терпение, да, но Всевышний сказал, поистине Всевышний с терпеливыми, да, потому что половина веры человека это терпение. Сквозь терпение вы сможете все, поверьте мне. Даже если вам будут говорить какие-то вещи и побуждать вас к чему-то неправильному, если вы будете терпеливы, Всевышний вас выведет на прямую дорогу. Если вы знаете суру Аль-Фатиха, первую суру Корана, которую имам Валерия Порохова переводила, то там сказано: «Слава Всевышнему Господу миров, милостливому, милосердному, царю судного дня». Да? У тебя мы ищем помощи и спасения. Веди нас прямой дорогой тех, которые ты облагодетельствовал, и не дорогой заблудших. Вот каждый день мы будем читать эту молитву, Всевышний нас выведет на прямую дорогу, потому что это наша жизнь, это не наш дом, это наша дорога. Когда человек умирает, а у каждого из нас время смерти записано. Человек уходит и в 17, и в 20. Ангел смерти приходит и забирает и в 23, и в 25, и в 30, 35, 40 и так далее. И он забирает куда душу? Если эта душа была верующая, он забирает домой. Он говорит: о, душа, выходи домой, пойдем. И отводит ее в рай. Но Всевышний хочет именно этого для нас. Это наша дунья, это наша жизнь, это не наш дом, это наша дорога. Когда человек умирает, что говорят? Давайте посмотрим на его жизненный что? Путь, правильно. Давайте посмотрим на его жизненный путь. Не говорят, давайте посмотрим на его жизненный дом. Нет, что на него смотреть? Хотя, конечно, когда вот мы заходим в дом, мы многое можем сказать о хозяевах, правильно? Чем занимаются, что делали и так далее и тому подобное. Но тем не менее, вот именно путь. Самое главное, вы сейчас молодые, у вас сейчас, я вам завидую. Мне 42 года всего, да? Но я вам завидую. У вас столько возможностей, вы не представляете. Вам сейчас, вот вы здоровы, вы сильны. Вы даже сильнее, чем я сейчас. Вы сильнее меня. Потому что у вас есть большой потенциал. И то, что вы сегодня сюда пришли, и то, что я вижу, эти искрящиеся глаза каждого из вас, заинтересованного в сегодняшней нашей встрече, и эти улыбки красивые, на самом деле подтверждают то, что вы будущее нашей страны, вот нашего города, да, и вы многое можете, и многое сумеете, и многое узнаете. Но не забывайте, что Всевышний в Коране сказал: не равны, кто знает, знающий или не знающий, они не равны. Чем больше у вас будет знаний, чем больше у вас будет опыта в чем-то, да, в хорошем, тем больше вы будете конкурентоспособными. И то, что вы сегодня держите пост Рамадан, сегодня, вот именно этот пост защищал свою Нобелевскую диссертацию японец, который получил Нобелевскую премию по посту. И он доказал, что именно пост является именно составляющей здорового образа жизни человека, каждого. Потому что сильные клетки пожирают слабые клетки. Например, здоровая клетка может съесть и раковую клетку. Есть такое мнение, что Всевышний Господь помилует. Есть разные мнения. В калям, что такое калям? Это наука, как философия, да? Исламская философия, калям. То есть об этом многое говорится. Но мы сейчас не будем в это вдаваться. Да. Если говорить о рае, то у рая 8 врат,
да, в каждом из рая есть 70 своих уровней, в каждом из них своя солнце, луна, звезды, да, своя система, да, своя система. Например, если двое в браке прожили долго, да, муж и жена, да, то они могут быть и в раю вместе. Некоторые говорят, что вот в раю будут гурии, да, но жены, например, жены, будет 70 раз красивее, чем гурии. И когда муж увидит свою супругу, да, он 70 лет просто будет стоять с открытым ртом и смотреть на нее. Какая же она прекрасная. Вот, да, это тоже есть. В раю даже человек, когда будет более совершенен, можно сказать, чем сейчас. Когда он поест плодов, райских плодов, то ему не нужно надобности сходить в отхожее место. Он просто, это будет такая легкая отрыжка. В раю будут абсолютно все. То есть, если вы захотите, вы вот, как вы сказали, у вас факультет? Факультет игровой индустрии. Игровой индустрии, да. Если вы там захотите создать свою жизнь, и там будут свои люди, и вот у них будет там жизнь, и судьбы, и так далее, вот вы можете в это там прекрасно сыграть, на самом деле. То есть в раю не будет абсолютно никакого огорчения, бед, да, то есть скучно абсолютно никому не будет. То есть Всевышний, вот у человека есть скука здесь, на нашей земле, то есть может быть скучно, но на самом деле этот человек себя прививает к скуке. Эта жизнь, да, она настолько многофункциональна, многоплановая и разносторонняя, что скучать даже в этой, если человек, любой человек найдет себе занятие, как я говорю. Любой лодырь найдет свой диван, как я говорю. Вот. Таким образом, то есть, какой человек? Нас Всевышний Господь, пророк Мухаммад, Коран нас мотивирует для того, чтобы мы каждый день были в каком-то, да, вот, в каком-то движении. Почему? Потому что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если у мусульманина один день похож на другой, омойте его, заверните в саван и похороните. Ну это как зомби. То есть один на другой. То есть мы постоянно должны быть в движении. Мы постоянно должны быть, у нас должна быть жажда знаний. Жажда знаний, да? У нас не должно быть так, чтобы мы, наш большой палец, да, постоянно перелистывал, да, тиктоки, инстаграмы и так далее. То есть мы должны постоянно вот, быть в авангарде знаний. В раю не будет у человека ни печали, ни проблем, ни скуки, ни каких-то других недостатков. Человек будет совершенен. То есть там человек будет совершенен. Всевышний обещает вам рай, а сатана сбивает вас с пути. Вот знаете, если кто-нибудь нам, например, обещал бы какой-нибудь, там кто-то обещает нам подарить iPhone или какой-то автомобиль крутой, мы как к нему относимся? Ну, мы говорим, ой, ты мой хороший, да, ой, я с тобой дружить хочу и так далее. Правильно? Да, вот так же. А Всевышний нам обещал рай. Почему же мы отворачиваемся от него? Почему? Немножко Корана. Возможно, Коран очистит наши сердца. Да? Возможно, мы очистимся от тех заблуждений, которые поселились в наших сердцах. И по поводу тех слов, которые я сказал о грехе или о грехах. Человек делает грехи. Это не всегда так. Человек не может быть безгрешным, но хороших людей всегда больше, чем плохих. И вот Всевышний и в Коране об этом говорит. Я прочитаю немного Корана и переведу вам. Это сура Аль-Кахф, пещера. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر لكلمات ربي لتنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Сейчас я прочитал Коран, и за вас, и за ваше будущее я сделал дуа, чтобы вы стали великими людьми нашего любимого многовекового татарского народа. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر